телезрители, в эфире в очередной раз, в прямом эфире, в передачах Астагалуамта. Вообще в наших передачах мы часто обсуждаем с гостями наиболее актуальные темы нашей жизни. Это чаще политического характера. Да, чаще всего касается политики и экономики. И намного реже затрагиваем такую тему, как та среда, в которой мы обитаем. То есть, что она себя представляет, какие у нее несовершенства, какие возможности и так далее. Ну, в данном случае мы будем говорить вообще о культурной среде, и поэтому мы сюда в студию пригласили людей, с которыми вообще-то вот на телевизионном экране мы еще и в нашей программе, и в других программах, по-моему, не встречались. То есть были какие-то такие эпизодические встречи, но теперь мы решили с вами поговорить о том, что собой представляет вот это культурное пространство. Итак, сегодня у нас в гостях Ксения Ирисова-Багапш, она председатель молодежного культурного центра РАРА, и художник, архитектор Георгий Боронин. Но дело заключается в том, что, конечно, мы всегда начинаем с общего разговора. Вот дело заключается в том, что было бы интересно услышать ваше определение о том, что собой сейчас вот это вот наше культурное пространство представляет, насколько оно вообще функционально, комфортно, полезно вообще-то. Ну, культурно мы можем даже чуть заузить, скажем, среда обитания, в которой мы, собственно говоря, существуем. Культурно. Культурная среда. Начнет? Кто диагноз начнет первый ставить? Ну, без проблем. Вообще, бросая некий такой ретроспективный взгляд вообще в историю как таковую, заметьте, любая цивилизация определяется тем, что она выстраивает свое пространство. Я уж не говорю про историческое, а в первую очередь, конечно, архитектурное. То есть пространство как таковое – это та важнейшая составляющая для человека, которую, видимо, исподволь, в общем-то, человек всегда чувствовал, и чувствовал ее значимость как таковую. Поэтому, смотрите, всегда большие, известнейшие в смысле культурного наследия цивилизации, они оставляли в первую очередь преобразованное пространство, среду. Они ее делали под себя, под свои тенденции, под свое развитие. Бывало, народы уходили или погибали. Или погибали, вот а среда оставалась. Вообще, в принципе, особенно архитектурная. Вообще, на самом деле, как таковая среда, именно вот, если касательно действительно больше моей сферы интересов и моих профессиональных навыков, действительно архитектура важнейшая составляющая формирования как такового психотипа даже человека. Вы посмотрите, даже... Важнейшее, да, но Ленин бы с тобой не согласился. Ну, естественно. Из всех искусств важнейшее для нас кино. Кстати говоря, цирк он там, цирк убрали. Ну и цирк. Конечно, ну... Тут цирк остался. Вот. А так вообще на самом деле действительно формирование среды очень будет. И заметьте, вот мы все-таки хотели бы, чтобы вы какой-то диагноз дали. Как вы себе конкретно сейчас нашей среде, вот, как вы охарактеризуете вот эту вот нашу среду, что она собой на сегодняшний день представляет? Я имею в виду их и, конечно же, и в архитектурном смысле, и вообще в культурном. Пока вот оттуда, от этого самого общего мы хотим отодвинуться. Потом уже перейдем, может быть, к архитектуре или вот к культуре, которой занимается Ксения, молодежи. Ну, не мудрствуя лукаво, я бы вообще бы сделал достаточно отчасти печальный образ. Потому что мы сейчас средой пользуемся той, которую создали наши предки. И практически... что-то своего контекста мы практически не вносим. Не вносим, но не улучшаем точно. Ну, по крайней мере, эпизодически, может быть, что-то есть, какие-то вещи, но визуально они не настолько всматриваются. Потому что, в первую очередь, я замечаю даже по отзывам тех людей, которые, в общем-то, в достаточно преклонном возрасте, говорят: ой, как замечательно, приезжаешь и вспоминаешь свое детство. Ностальгическое. Да, потому что практически какая была среда, такая и осталась. То есть вот только то, что нам осталось наследство. Вот, Ксения, скажите,
пожалуйста, вы тоже занимаетесь, вот так сказать, этой перезагрузкой общественных пространств, да? Туда же входит, наверное, какое-то вот такое освоение того, о чем говорил сейчас Георгий. Освоение понимания, может, даже. Ну вот в моем понимании комфорт среды – это комфортная среда, это, ну и вообще комфорт среды, это те эмоции, которые возникают у разных социальных групп. Вот как сказал Георгий, да, некоторые люди приезжают сюда и вспоминают Советский Союз, свое погружение в Советский Союз, то есть это их эмоции. Вот, например, гуляя там по тротуарам в центральной части города Сухум, какие эмоции у нас возникают? А это, между тем, туристическая экономика, да. Вот, низкий сервис в той же центральной части города, низкий уровень сервиса и другие такие моменты, они мне лично не позволяют создать общее представление о комфорте, насколько мне этот город комфортен, насколько другим людям он комфортен, потому что слишком много таких вот отвлекающих моментов и общие мои эмоции, я их не могу выделить, это очень сложно. Там и комфорт, и безопасность, и тут все функциональность. То есть какие эмоции у нас возникают, это и есть комфорт. Вот вы говорили, что у вас образование такое, математика, аналитика. А как вот с этой точки зрения, если взглянуть на нашу среду обитания, то есть исходя из того, что... Насколько она просчитана, ты хочешь сказать? Да, небольшой город. Какие параметры у нее основные, так скажем? Ну, на самом деле, вот я пытаюсь параметризовать наше общество, то есть у меня есть такая карта, созданная с помощью некого программного обеспечения, где я параметризовала общество на некие кластеры. Параметризовать общество, это что значит? Параметры, то есть выделить из общества кластеры. Кластеры. Есть там, например, культурный кластер, есть медиакластер, есть городские сумасшедшие. Это все есть наш город. И вот с этой точки зрения, если уже мы говорим о моделировании неком, да, город у нас очень слабо изучен. То есть город, мы не имеем представления о городе. Когда я говорю «мы», я имею в виду и власть, и бизнес-сообщество, и креативный кластер города, вот, и специалистов в области информационных технологий, то есть ни у кого нет ясной картины, что же такое город Сухум. И вот серией своих социокультурных мероприятий я пытаюсь все-таки выявить эти кластеры, то есть это не просто такие там елка, сцена Дед Мороз мероприятия, а мероприятия, направленные на выявление того или иного кластера. Я вообще-то, знаете, все-таки мне тоже хотелось бы, чтобы вы затронули несколько такую вот эмоциональную часть нашего быта, вообще времени, в котором мы стоим. То есть это вот такая не только среда обитания, а культурная атмосфера. Вот вы ее, если так коротко говорить, тоже как охарактеризуете? Сама культурная атмосфера, какова, на ваш взгляд, сегодня у нас? Женя? Я думаю, что вообще, в принципе, делать какой-то спектральный анализ достаточно проблематично, потому что критерии очень трудно к этому подобрать, явлений как таковых, на которых бы выстраивалось какое-то мнение. Мне, например, трудно создать какое-то впечатление. Давайте тогда пока что разрозненные достаточно такие элементы, с которыми ты встречаешь, и то это как осколки продолжения каких-то прошлых тенденций. Да. Назовем то есть это вот так. Элементом вдохновения служит все-таки не то, что именно сейчас создано, а то, что было проще. Совершенно вы верно. как к этому относитесь? Что вот служит вам вдохновением для того, чтобы вот эту нашу культурную среду улучшать или делать, вот потом попозже мы поговорим о вашей деятельности, улучшать и прибегать вот к каким-то использованию каких-то инструментов для улучшения этой культурной среды? Начнем с того, что, конечно, меня очень интересуют культурные коды, да, где бы я ни находилась, в какой точке мира, я всегда стараюсь изучать культурные коды данной местности. И вспомним о том, что недавно прошла конференция, там в очередной раз напомнили о том, что городу там 2500 лет, вот, и как город, которому 2500 лет, он
сам по себе он имеет мировое значение, мировой уровень. Но единственное, чтобы вот с этим мировым уровнем работать, чтобы он не просто назывался, да, там, город с мировым значением, нужно подтянуть наш уровень музеев, наш уровень образования, уровень культуры, уровень общественных мероприятий именно вот до городов и приморских городов, и городов примерно такой же датировки возникновения. Вот, и в этом плане, конечно, очень интересно, потому что куча зацепок есть, причем таких уникальных, которые не свойственны никакому другому региону, и с ними интересно работать, их изучать. Вот. И хочется, конечно, привлекать дополнительно. Я ставлю перед собой задачи, чтобы город, пусть моими крохотными усилиями одного единственного человека, да, там в истории города, вот если так рассматривать мое здесь участие, мне интересно ставить такие задачи, которые бы повлияли на то, чтобы Сухум стал городом с мировым значением. Георгий, я хотел бы к вам как к архитектору. Вы еще и художник, и очень интересно, очень давно рисуете. И просто давно мы вас не видим, к сожалению. Но в данной ситуации я хотел бы как у архитектора у вас спросить, а вот, как архитектор видит сегодняшний Сухум? То есть город, который столица небольшого государства, который расположен в такой бухте, амфитеатром, и внутри много таких культурных, архитектурных слоев. Вот в каком состоянии вот сейчас он и куда нам нужно двигаться, как вот вы думаете? Ну, обязательно к инновациям. За то короткое время, когда произошла перетрубация, именно 90-е годы, 2000-е, очень много в мире изменилось. И критериев построения архитектуры, и архитектурного пространства освоения. Очень много есть наработок, которые сейчас эти тенденции вообще практически тут никак не представлены. Я понимаю, для этого нужна инфраструктура достаточно серьезная, строительная индустрия нужна, которую мы, к сожалению, никак не развиваем. У нас большие проблемы. Это вы говорите о современных тенденциях. Но да. Все-таки у нас строительство же идет. Иногда это настолько убогое вообще и такого казарменного стиля, многие с какими-то там еще рюшечками какими-то архитектурными делают, но все-таки идет. Но почему-то это вот такого иногда дурным вкусом попахивающего характера. Вы знаете, в чем дело? Парадокс заключается в том, что процесс вообще иногда строительства происходит не по идеям профессионалов. Очень часто я сталкиваюсь... По идее хозяина. По идее хозяина, который выстраивает какие-то свои иллюзии, какие-то свои, как говорится, кондитерские буквально изделия, для которого это считается неким престижным в среде, видимо, его окружения, для которого все нормально. Потому что очень часто приходится изменять и такие вообще... проблемные вещи, уже просто в строительстве, я уже не говорю об эстетике. А об эстетике, если уже говорить, так это действительно очень актуальная задача, особенно для нашего городской среды. Потому что на самом деле мнение профессионалов, оно как бы номинально считывается, но реально это не идет в жизнь. То есть наши советы, которые мы часто можем даже давать вот на градостроительном совете, это как бы совещательный такой орган. Он не носит как бы законодательного характера. То есть вы не регламентируете, собственно? Конечно. То есть нас послушали и сделали по-своему. Но это слабость управления или что? Вы знаете, в чем дело? Я думаю, тут, конечно, мы приходим все детские болезни становления государства. Если вот сравнивать даже просто регионально, и в том числе межгосударственно, то есть нашу республику, да, Абхазию, и вот Россию на примере Санкт-Петербурга, вот те болезни, которые у нас проходят, и, может быть, уже немножко затяжной вариант приобрели,
то там с этим быстрее справились. Послушайте, все-таки мне интересна проблема, вообще корень зла в чем кроется. Вот вы говорите о том, что да, как-то и не прислушиваются и так далее, но с другой стороны у нас есть и главный архитектор, и вообще архитектурное управление, строительство, все это люди образованные и так далее. В чем дело тогда? В чем причина? В чем причина того, что у нас все равно какой-то дурной вкус присутствует? Вы знаете, в чем дело? Я думаю... Иногда. Хотя есть у нас и хорошие примеры. Об этом тоже нужно сказать, чтобы мы не были какими-то мухами, которые ищут только лепешки. Я думаю, что, конечно, наверное, рецидивов сейчас больше, чем действительно примеров, на которые можно было положиться и сказать, вот, вы знаете, это можно привести как некий пример для нашей ситуации градостроительной. Меня лично, вот как специалиста, очень волнует, допустим, тело нашего города в смысле того, что происходит смывание типажей городского строительства как таковое сельским, потому что у нас невольно частный сектор, вторгаясь в городскую среду, выстраивает такие же объемы, как он мог бы выстроить там на приусадебном участке. Или это не городская среда для таких зданий. Они разрушают структуру самого города. Короче говоря, у нас есть хоть одно какое-то здание, которое сейчас построено, и его можно назвать более-менее современным архитектурным строением. Вы знаете, понятие сейчас современное, это даже не актуально. Потому что стилистически они настолько разные и по качеству. Есть сейчас здания, которые действительно претендуют, я не имею в виду наш регион, даже в мировом контексте, есть претендуют действительно на произведение искусства в высшем понимании слова, а есть как некая архитектурная реплика, есть как юмор. Да. К ней можно относиться очень по-разному. С юмором у нас все в порядке. Да, но у нас такой, да, у нас больше... Предлагаю дальше продвигаться по нашему плану, который у нас является всегда импровизацией, поэтому его планом тоже трудно назвать. И да, я бы хотел, чтобы мы поговорили о том, что необходимо теперь уже делать. И кто в этом смысле проявляет инициативу. Вот мы пригласили Ксению. Почему? Потому что очень инициативная у них такая общественная организация. И вот вы говорили нам в предварительной беседе о том, что вы и осуществляете, вот так сказать, вот это вот о том, о чем я спрашивал, перезагрузку общественных пространств. Вот вы можете об этом рассказать? Что это собой представляет вообще, вот эта перезагрузка общественного пространства? Ну, одна из целей нашей общественной организации, действительно, одной из целей является перезагрузка общественных пространств. Что это значит? То есть мы берем какое-то общественное пространство, у которого есть определенная культурная память, место, так назовем этот момент. Ну, это может быть, например, старая крепость, да? Это может быть, да. Но пока мы не брали старую крепость, у нас был опыт перезагрузки какая-нибудь стенка сквера, старая тоже может быть. Когда-то являвшегося местом традиционного отдыха сухумчан. Вот. Но ныне, в течение долгого периода времени, оказавшимся заброшенным и уже ставшего пристанищем некоторых там неформальных сообществ, мусорной свалкой и так далее, и так далее. То есть мы берем такое пространство, устраиваем субботник, привлекаем некоторые службы администрации города, к счастью, они идут навстречу, и устраиваем там городской праздник. Причем такой городской праздник, который вовлекает горожан без разницы от их социального статуса, национальности и возраста, места работы, то есть вот так вот. И общими усилиями получается, что соединяешь власть, соединяешь городские сообщества, соединяешь бизнес в этом мероприятии, потому что без его поддержки никак, соединяешь IT-технологии, информационные технологии. И когда такая коллаборация происходит, то получается такое мероприятие, которое и позволяет произвести перезагрузку общественного пространства. То есть вернуть горожанам память о том, что это место отдыха. Сколько у вас таких было мероприятий вот за последнее время? За год было 3
3 подобных мероприятия. Это ставший уже регулярным арт-маркет, фестиваль современного искусства и хендмейда. И фестиваль социальной рекламы «Новый взгляд», где мы тоже взяли заброшенный холл, помещение у Бона над ЗАГСом, если кто знает, и сделали выставочный зал из него. Ксения, ну вообще у нас вот лето, весна и даже, по-моему, отчасти весна, вот такой тренд был, субботники устраивали, это в разных форматах их все устраивали, и как-то убирали вот уже Сухумскую гору, огромные кучи мусора убрали, и как-то, но это не становится цикличным, то есть вообще сама какая цель у вот таких акций, оно же должно иметь продолжение, не просто вот сиюминутный какой-то результат иметь. Ну, тут вообще вопросы молодежи, то есть молодежь любой своей акции – это такой поиск идентичности, да, для меня, то есть проводя любую свою акцию, они пытаются осознать свое место в мире, осознать, похожи ли они на другую молодежь других регионов, чем они отличаются, и вот для меня любая акция молодежи, причем для меня молодежь – это до 35 лет, несмотря на то, что в Абхазии по нашему законодательству молодым считается до 30 лет человек. Вот. Это поиск идентичности, конечно. Вот. Почему у нас молодым считается иногда и до 65? Ну, об этом вообще отдельный разговор, конечно же. Главное не спать. Какое продолжение этих должно вообще, как вы считаете, это, ну, это хорошее, мне очень нравилось то, что это и молодежи в соцсетях это все освещалось, и они там собирались и так далее, и так далее. Но проходит месяц-два, и та же Сухумская гора, я думаю, опять в не меньшем количестве мусора. То есть как это, чтобы это не было просто одной акцией, такой самодостаточной и законченной самой в себе? Смотрите, для меня Сухум – это исторический город. Помимо тех вышеназванных проблем, которые мы сейчас наблюдаем в застройке и так далее и тому подобное, вот, у нас есть определенные культурные проблемы, связанные с организацией социокультурных мероприятий. Хотелось бы, конечно, чтобы власть обратила внимание на все мероприятия, и чтобы такое общество появился запрос на то, чтобы у нас появился не ряд разрозненных мероприятий, а общий план социокультурных мероприятий, который бы и позволил произвести перезагрузку всего общества в целом, и в данном случае на примере города Сухум. А что для этого необходимо сделать, чтобы вот такое произошло? Скорее всего, в моем понимании, собственно, к чему я и двигаюсь, должен произойти некий форум городских сообществ с участием... А что такое городское сообщество вообще для начала? Это что подразумевается по этому? Наиболее активное, наверное, да? Да, это активное, инициативное... Можно перечислить, например, что они собой представляют? Городские сообщества, которые вот вы хотите объединить в форум. Ну, для меня городским сообществом, то есть какие городские сообщества для меня интересны? Да. Я хочу сказать в первую очередь, какие для меня неинтересны. Это неинтересны политические сообщества, религиозное сообщество, криминальное сообщество и виртуальное сообщество. Виртуальные почему? Потому что виртуальное сообщество, их очень много можно в нашем современном сегменте абхазского Facebook наблюдать. Это те сообщества, которые зарегистрированы виртуально, но в реальном мире за целый год они не производят ни одного реального события. Действия нет. Очень хорошо, вот. Как раз, знаете, мы, по-моему, мастерски научились все наши проблемы, извините за грубое слово, если кому так покажется, забалтывать вообще-то. И поэтому, вот, конечно, приятно слышать от вас то, что идет работа по направлению как раз к поступкам, к действиям конкретным. Вот я знаю, у вас организовываются всякого рода такие вот арт-маркеты, стрит-фуд-маркет, как есть. Вы занимаетесь еще и брендированием повседневной национальной абхазской одежды, насколько я знаю. А как вот эти вот общества, они помогают вот в этом деле? Как вы с ними завязаны, как вы взаимодействуете с ними? Есть какая-то действительно такая положительная энергия в этих людях? Или это тоже такой вот разговорный жанр? Ну, начнем с того, что во мне пробудилась осознанность к тому, что социальный инженеринг – это то, чем я должна заниматься в этом обществе около года
тому назад, может быть, там чуть больше. И в течение этого года постоянно, раз в несколько месяцев, я произвожу какое-то социокультурное мероприятие, направленное на выявление того либо иного кластера в городе. Естественно, это зависит от финансов, поскольку наша общественная организация новая, да, происходит некий период накопления ресурсов, после которого происходит то или иное социокультурное мероприятие. За этот год нам удалось выявить креативный кластер в молодежной среде, активный креативный кластер, то есть это именно те люди, которых ты можешь привлечь к созданию следующего социокультурного мероприятия, либо как участников, либо как организаторов, либо кураторов некоторых определенных моментов. Вот. И что хотелось бы сказать, что за год сложно судить. За год сложно судить, но мы двигаемся к тому, чтобы вот именно этих активных, инициативных граждан, либо единичных активистов, либо людей, которые собраны в неформальное сообщество, их посадить за общий стол. Причем за этот общий стол нужно посадить еще и представителей власти, представителей бизнеса и, опять я повторюсь, представителей информационных технологий, тоже как отдельные вообще прослойка. И какова цель этого действия, мероприятия? И цель такая, чтобы вот этот форум, во-первых, состоялся как прецедент, а во-вторых, выработать общий план действий. То есть все эти люди, так или иначе... Вот как Ибрагим говорит, чтобы это пришло уже к какому-то... В русло. Да, в какое-то русло было направлено, и в этом была какая-то периодичность установлена. Да. Я бы, знаете, что хотел, вот, чтобы, и мы еще продолжим эту тему, конечно. Просто тоже мне интересна вот такая вещь, как, например, фестивали. Например, у нас есть фестиваль там флага, скажем, да? Вот он регулярно идет. У нас там еще есть какие-то регулярные события, такого политического, да, День флага. Ну, тоже как фестиваль. Все-таки. Вот. Но больше ничего у нас не присутствует. Вот почему у нас этого нету? Вообще не кажется ли, Георгий, тебе то, что у нас как-то отсутствует вот такого рода периодичность культурных мероприятий здесь у нас, которые бы действительно были похожи на фестивали и радовали бы общественность, которая бы время от времени участвовала бы в них, проявляла бы свое творчество тоже? Ну, я думаю, несомненно. Для этого нужна, конечно, какая-то продуманная стратегия, то есть идея должна руководить, конечно. И я думаю, что тем более для нашего региона с таким географическим положением, с такими завоеваниями, то есть природного ландшафта, я имею в виду, вы могли бы, конечно, более активно проводить свою какую-то концепцию в развитии и заодно в обмене культурными какими-то мероприятиями с другими теми же республиками более показательно и более со своим каким-то, я бы сказал, особым характером, стержнем, что ли. Да? То есть, во-первых, например, смотрите, вот, допустим, ну, если не мудрство лукаво предложить, допустим, в Петербурге есть время белых ночей, да, вот да. Фестиваль, джазовый фестиваль, и белые ночи. Там все, да. То есть это практически как бренд уже все движется как бренд, да. Сколько лет, там более того, уже его знают даже те, кто и джазом-то не увлекается. То есть это как некое мероприятие. Ну, развлекательного характера. Да, это уже такой характер. И люди идут на это уже, там потому что уже как отправная точка от этого отпочковались целая система такая выстроена, при котором даже те, которые люди просто не совсем даже любят джаз, они любят это мероприятие, потому что оно делает неформальным какие-то отношения. Оно даже становится началом сезона такого летнего, когда многие приезжают в Питер, что тоже очень перекликается с нами. То есть этим экономика определенная. И у нас же тоже, собственно говоря, это не просто такой вопрос чисто гуманитарный. Он вполне имеет и такую практическую ценность, потому что мы курортный город, плюс ко всему. Несомненно, конечно. Я думаю, вот тут стоит. Можно начинать с малых каких-то вещей, не браться за какие-то глобальные, действительно долгоиграющие программы, но с малых начинать. Ну, например, как фестиваль, это самое, домино же тут устраивали.
Ну да, соревнования. Чемпионат мира потом. Ну, и домино, и нарды, и шахматы. Да, это вот уже какой-то как бы некий такой момент. Вот. В университете уже второй год подряд, правда, очень локально, в масштабах факультета, но это тоже, я извиняюсь за такое слово, они справляют как бы дни Искандера, это в марте, в начале марта, когда у него день рождения. Но это вполне может потянуть и на мероприятие и городского, и даже республиканского масштаба, потому что это человек с мировым именем. И вот тот же маршрут, мне часто иногда задают вопрос, говорят, так, есть маршрут зданий, которые описаны у Искандера. Я какие-то знаю, какие-то не знаю, но это потом, это тоже, эти здания должны быть в том порядке, чтобы они были узнаваемы по его произведениям. Вот вы как архитектор, какие главные, самые задачи можно решить? Можно остановить эту стройку у самого моря. Все-таки город расположен амфитеатром. И вот эти высокие здания, они сразу разрезают горизонт и со стороны горы, и со стороны набережной туда. Что можно, это точно. Вот как, наверное, скорее всего. Вы знаете, это самая сложная проблематика, потому что мнение профессионалов, архитекторов, вот то, что вы говорите о наболевшем, все за. Но почему-то это не осуществляется. Значит, есть какие-то подводные камни, при которых мы не можем протащить свои идеи, свое мировоззрение, свое эстетику. И волю проявить просто, той же власти в конце концов. Отчасти да, но понимаете, в чем дело? Мы ограничены в силовых приемах, так сказать. Нет, формально нет, а вот в реальности да. Потому что есть какие-то особенности, есть, конечно, проблемы, и это связано, конечно, с бюджетом, естественно. Должен быть генеральный план, должна быть система развития, там бы обозначились исторические места, незастраиваемые. А сейчас ввиду того, что... красные линии, извиняюсь, которые просто никак нельзя нарушать. Ни в коем случае. Совершенно верно. С этого, с обозначения красных линий. Есть прибрежная зона, есть исторические районы. Я считаю слабость волевых решений власти. Потому что мы чуть-чуть вот так подвинули, а почему, значит, другому, значит, можно. Прецеденты очень любят. Да, прецедентов есть. Это вот с малых вещей. А как с болезни и начинаются с малых вещей. Есть вопрос еще экономический. Я вот такую тоже применю метафору. Есть вопрос коррупционный. Нет, вот я об этом как раз хотел сказать, и как раз опередил. Это люди со стороны говорят, они сказали такую вещь, которая очевидна, но мы как-то уже просто замылила глаз. У вас, говорит, огромное количество дорогих машин и почти полное отсутствие тротуаров. Совершенно верно. Это парадокс, который говорит о том, как устроена наша экономика, наша психология. Вот тут разговор шел о воле. Я думаю, что в конечном итоге, конечно, власть должна проявить волю и однажды постановление сделать или распоряжение. Или снести то, что незаконно построено. Освободить тротуары. Потому что, знаете, вот в этом как раз и очень наглядно присутствует, то, что люди не хотят жить по закону и уважать свое окружение, и учитывают только лишь свои желания. Что необходимо сделать? Прецедент. Прецедента нету. Как есть я имею в виду силового... В некоторых государствах, знаете как? Снесли все, тракторы приехали, и все, что стояло на тротуаре, что мешает пешеходам, снесли после предупреждения, конечно. И снесли, все снесли. Все вот так и должно быть. Такой должен быть. Понимаете? Представьте себе любое другое цивилизованное государство, где пешеход вынужден, дети есть у нас, места у нас сейчас мы не снимали, дети идут в школу, с тротуара выходят на проезжую часть, обходят этого наглеца, который построил там себе, или собирается строить, или делает, построил там себе какое-то строение, строит, многоэтажное, может, даже, и забор вынес вообще на тротуар. Вот вы представьте себе, ведь это же может привести к каким-то последствиям трагическим тоже. Не задумывается ни о чем. И вы правы совершенно, воли нет и нету прецедента. Я, кстати, об этом уже говорил очень давно. Можно говорить бесконечно о наших болячках и тех проблемах, которые сопутствуют становлению нашего государства. Но если реального гвоздя мы не забьем, ничего не изменится. Крышку. При том, что вы достаточно законопослушные. Чуть стали наблюдать, я извиняюсь, начали более строго относиться к пьющим, перестали пить за рулем. Буквально не нужно было особых драконовских мер. Конечно.
Просто нужна воля и систематичность. И какая-то действительно последовательность от слов к делу. Вот и все. Можно к Ксении перейдем. И я хотел бы процитировать вашу цитату из вашего интервью. А вот интересно ли бизнесу учитывать мнение жителей, подключать их к проектированию будущих объектов? Это вопрос. Жителей городов Абхазии пора включать в культурную жизнь страны и совместные события. Это не устаревшие бюджеторазрушающие, мне понравилось это слово, мероприятия типа там концертов на сцене, шарики, салюты. Пока это не произойдет, большинство жителей наших городов так и останутся просто потребителями, а не участниками городской жизни. Хорошо сказано. Вот это вот о той атмосфере, которая вот в этой среде обитания мы варимся, учим наших детей на этом примере. Это такая смесь совдеповского и чего-то такого провинциального. Эти шарики, бесконечные салюты и так далее, и так далее. Потребители, а не участники, это главное, по-моему. Вот в чем дело, понимаете, у нас многие проживающие люди в городе, они не стали участниками городской жизни, они только ее потребители. Они потребляют, они... психология, построить свой хутор, Сплутовской, да, вот здесь вот курятник какой-нибудь пристроить, там еще что-то. Это потребительская такая психология. Она, кстати говоря, распространена сейчас у нас в обществе. И, кстати говоря, очень хорошо подпитывается как раз отсутствием каких-либо решительных действий, которые бы противостояли этому потребительству. Иногда просто... Есть положительные примеры сопротивления этому, это в данности фестиваль, который вы вскоре будете проводить. Может, расскажете немного о нем? Да, вот 26-27 числа у вас... Новогоднее событие, надо мы какой-то нотку оптимизма тоже должны да, оптимизма, но у нас до конца передачи еще, мы же на оптимистической ноте заканчиваем обычно. 26-27 декабря, в последние выходные последнего месяца в этом году, произойдет уже ставший регулярным фестиваль современного искусства и хендмейда Art Market. Собственно, он призван объединять городских активистов, городских... Что там будет представлено? Кто это? Расскажите поподробнее. Что будет представлено там, да. Представлено? Чем мы вот как-то хотим из нашей передачи, чтобы для зрителей тоже какая-то польза была. Не только то, что мы тут повозмущались. Заманите нас туда, что там будет, расскажите. Но это будет городская ярмарка. То есть городская ярмарка, сделанная руками самих горожан. То есть там не будет никаких вещей, которые вы сможете купить в обычном масс-маркете. Все, что там будет сделано, это будет сделано, возможно, вашими соседями, возможно, вашими начальниками, возможно, вашими подчиненными. И это такая возможность открыть для нас, тех людей, с которыми мы живем, по-новому. Вот. Это возможность объединения творческих усилий горожан на одной площадке, возможность... То есть там бижутерия, какие категории там будут? Бижутерия, всевозможные елочные украшения, кулинарные. То есть мы пытались... Картины современных молодых абхазских художников, иногда без академического образования. То есть арт-маркет, почему современное искусство? Это фестиваль современного искусства в первую очередь. Наблюдая за деятельностью Центрального выставочного зала и других площадок, я поняла, что обычному художнику особенно без образования, практически нереально пробиться в ту очередь метров, и уже запланированных мероприятий. Нет, это совершенно не в эту сторону. Он, к сожалению, делает выставок. Мероприятий. И нужно было создать такую площадку, где они могут себя презентовать. Но вы сейчас призываете прийти туда, то есть посетить, а как участником стать? Стать участником очень просто. Найти нас в социальных сетях, причем мы присутствуем во всех социальных сетях по запросу «Новогодний арт-маркет». Тут же мы появимся. Где это будет происходить? Происходить будет два варианта. Либо на площади у Совмина, у центральной, у главной елки страны, Совмина. У бывшего Совмина, да. Либо, если совершенно погодные условия, ураганный ветер и проливной дождь нам не позволят, то в помещении. Ну, это вы дополнительно слова. Конечно. Вообще, Георгий? Да. Я вот хотел оттолкнуться от того, что Ксения сказала, что это будет... Давай решим, кто будет вопрос. Сгоревшего Совмина. Вообще, вот он, знаете, таким печальным символом становится города. Вот как вы, как архитектор, вообще на него смотрите? Вот на это, что с ним можно делать вообще? Этим часто задаемся и мы, как у Искандера, помните, чегемцы, которые проходили мимо, говорят, ну как там тот, кто хотел хорошего? Говорят, ну до сих пор лежит. Эх, и опять он, продолжал тюкать свою... Вот так же мы мимо него проходим,
современный, говорим и дальше опять идем. Что с ним время, можно сделать? Вот, живем, как архитектор, просто пофантазировать. Вообще пофантазировать очень просто. Я однажды просто поставил элементарную задачу, которую можно решить. Есть программа «Максимум» по отношению к нашему городу. Это глобальная перестройка. Или же перспективный вообще взгляд на развитие города. А есть программа «Минимум». Есть такие лакуны в городе, которые бельмом смотрятся. Вот, например, не буду лукаво, сгоревшая Абхазия. Гостиница, я имею в виду, да. Смотрите, она, вот все приезжают и задаются вопросом, а почему, да, вот это все. Понимаете, есть вещи, которые надо решать. Знаковые такие. Да, знаковые. Хотите вы того или нет? Амра тоже. Потому что это отчасти на лице. Да. Понимаете? И вот есть программа «Минимум». Их надо хоть как-то, пускай, как говорится, потихонечку, пускай какими-то маленькими проектами, но пытаться решить. Понимаете, да. Потому что если мы будем просто смотреть и ждать, когда у нас появятся финансовые возможности, а может они, извините, появятся через 50 лет, когда здание вообще разрушится, потому что у него нет таких возможностей. Кстати, качество строения оставляет желать-то лучшего. Вот есть программа «Минимум», который можно делать. Допустим, почему бы не взять, допустим, за программу, допустим, вот на берегу у нас эвкалиптовая роща, да, парковая зона, например. Почему бы не привести этот парк в надлежащее состояние? Вот вам маленькая программа для города. Колоннада та же, ее вполне... Та же, понимаете, в чем дело? Можно с малого. Потому что многие апеллируют к тому, да нет, вы знаете, надо сейчас глобально все это вот... нет у нас таких возможностей. Надо начинать, знаешь, вот по этому поводу мы почему еще пригласили вот молодую даму, которая, как нам кажется, очень активную такую представляет себе деятельность в будущем и хочет привлечь к этому молодежь, в основном молодежь, конечно же, вся энергия, мне кажется, сконцентрирована в нашем обществе большей частью в их присутствии. Но дело заключается в следующем, что тут как-то какое-то нужно взаимодействие, понимаете? У молодежи есть настроение, есть такие люди, которые готовы сделать много и принять участие в том, чтобы наш город имел приличный вид, и в том числе архитектура тоже как-то уже была приведена в порядок. Да, но нету какого-то соединения вот молодого поколения с взрослым поколением. Вот не кажется вам, что здесь тоже нужно найти какие-то точки соприкосновения для того, чтобы дело сдвинулось? Несомненно. Я считаю... Может быть, молодежь подключить к тому, чтобы они к чертовой матери до конца уже разрушили то, что портит вид Сухумский. Они это смогут, пока вы размышляете. Вот сейчас, я считаю, мы как раз-таки коснулись, как на мой взгляд, очень как раз-таки злободневной темы. Есть очень много акций, очень много программ. Да. Но они не связаны в систему. Вот так, как мы сегодня говорили о гуманитарной какой-то акции по уборке там какой-то территории, да, допустим, смотрите. Но надо же озадачиваться там. Хорошо, акция прошла, а что дальше? Вы знаете, в чем дело? Вся проблема даже вот на постсоветском Союзе. Почему наши города в ужасном состоянии всегда были? Дома в нашем состоянии. Да потому что разница состояла в том, что на Западе давно выработана система эксплуатации зданий, при которых идет определенное финансирование для поддержания. Да. У нас построили, сдали, а потом, типа того, решать по мере поступления. А там изначально закладывается эта программа. Вот мне кажется, связующие какие-то элементы нужны. Системы, да, элементы нужны между этими акциями, между этими программами, которые бы в систему в одну приходят. Кстати, очень интересный пример, тот же субботник на Сухумской горе, когда там и представители власти, то и президент сам, то есть все убирали. То есть у нас и низы, и верха, говоря языком классика, все хотят одного, что-то не хватает какого-то маленького элемента. Потому что, по большому счету, всем нам отчасти понятно, что если мы как-то привели эту территорию в надлежащий вид,
значит, нужна какая-то система, которая поддерживающая. Но не будет она оставаться всегда замечательно такой. Вот. Значит, надо выстраивать даже вот эти акции, возможно, с перспективой на некое продолжение, на некую живость. Такой, да. А то, понимаете, в чем дело? Получается, ребенка родили, а дальше кто за ним следит? Неизвестно. И хулиган. Да. Вот и получается, что у нас как будто идеи-то хорошие, как будто и акции, в общем-то, а мы их реально не видим. Вы знаете, что уже ближе к концу нашей передачи я бы хотел поговорить о вас. Так сказать, перейти на личности тоже. Георгий, вот ты, помимо того, что занимаешься вплотную сейчас архитектурой, это у тебя очень много занимает времени, и оно настолько сильно у тебя занимает время, отнимает время, что и так мы и не увидели твою выставку, несмотря на то, что ты делал хорошие акварельные работы, а теперь уже и маслом у тебя есть работы, но мы так и не увидели эти работы. Вот что мешает сделать выставки? Например, соединившись вот с молодыми инициативными людьми, почему бы не сделать такую выставку какую-то, чтобы мы насладились все-таки каким-то продвижением культурным, например, в живописи? Я понимаю, провокация – это хорошая вещь, но она не решает все же насущные проблемы. Насущные проблемы? А насущные проблемы элементарно. В данном случае я как творец очень связан со временем. Вот и все. Просто мне не хватает времени. Мне не хватает времени на жизнь как таковую. Как вы смотрите на то, чтобы подсоединиться вот к этому усилию и сделать вот одну из выставок уже вот вашей организации молодежной? Молодежь поддерживает... Персональный арт-маркет. Да, зрелый возраст. Ну, я, во-первых, очень рада, что мы пришли еще к одной из задач нашей общественной организации, которая является, если по-простому говорить, заново перезнакомить всех друг с другом. То есть у нас такой произошел разрыв, когда многие друг с другом, к сожалению, не знакомы, а занимаются, собственно говоря, очень похожими видами деятельности. Кто-то где-то является экспертом, кто-то где-то готов в этой области учиться, собственно, является потенциальным учеником. И это является нашей задачей – перезнакомить всех друг с другом и сгенерировать общую программу социокультурных мероприятий, в которую, конечно, и выставку можно вписать как персональную, так и сборную солянку, как с участием привозных экспертов или мэтров, так и выявлением местных авторитетов. Вот недавно девочки организовали такой перформанс, очень любопытный, многим художникам понравилось, профессионалам, несмотря на то, что это было молодежью, так сказать, организовано. И многие восприняли это очень вдохновляюще и начали как-то работать уже вот в творческом смысле. Что-то вот такое необходимо, чтобы какие-то импульсы общество получало для вдохновения. Вот давайте мы на хорошей ноте будем заканчивать. Как вы считаете, есть у нас потенциал, чтобы мы сделали эти импульсы для вдохновенной творческой работы? Несомненно, я думаю, что то есть, и потенциалы есть. Ну, конечно, у нас должен быть какой-то генезис, какое-то развитие. Я думаю, вот, наверное, с элементарных вещей, с общих каких-то знакомств. Раньше это да и не только раньше. Сейчас очень много, как я говорил, есть определенные клубы, есть определенные бизнес-центры, в которых встречается громадное количество деятельных людей, а не просто инертной массы. Понимаете? Да, понимаете, в чем дело? Это очень важная составляющая, потому что инертных, как вы сегодня говорили, потребляющих очень много. А вот активных, которые, они теряются, они в этой массе теряются, не видят. В этом отношении я видел действительно примеры в России очень-то хорошие, когда действительно постепенно складываются большие такие сообщества, при котором они уже вырабатывают более какие-то глобальные для себя задачи. И действительно, дорожную карту. Да, и действительно ее решает. Масштаб увеличивается, я так понимаю, когда соединяются. Собственно говоря, мы сегодня этим тоже занимались. Мы сегодня, вы здесь только познакомились, мы тоже буквально вот вчера все узнали, но Георгия мы давно знаем, и
Я надеюсь, вы придете к ним на ярмарку. Они обратятся к вам за консультациями. И мы сегодня тоже, я надеюсь, эта передача послужит тому, что кто-то увидит, и кто-то будет иметь возможность тоже прийти и как-то вот сконцентрировать этих людей, которые готовы не только потреблять, но и что-то отдавать. Последний год вообще показал, что, вы знаете, как-то уже в обществе у нас появились те инициативные люди и вообще вот эта вот энергия, которая готова от слов переходить к делу. Знаете, вот у нас все в большей степени присутствовал все время как бы разговор и определение каких-то проблем или определение того, к какой цели нужно двигаться, но действий, конкретных поступков как-то в этом смысле было мало. А теперь за последний год очень много происходило то, что вот называется от таких городских сообществ. Очень много происходило всякого рода мероприятий, которые так или иначе нравились и молодежи, и несмотря на то, что взрослое поколение как бы там отсутствовало в большей части, в меньшей части присутствовало из любопытства, да, но это вот служило каким-то толчком к тому, чтобы дальше общество развивалось в культурном смысле и организовывало то, о чем мы сегодня хотели поговорить, свое культурное пространство. Культурное пространство сейчас нуждается в действии. Я вот думаю, что вот мы просто обо всем, конечно, не поговоришь, но с нашим гостем мы разговаривали до этого и видим, что есть такие инициативные группы в городе, и мы можем многое сделать уже вот при помощи этих инициативных людей. Спасибо вам. Спасибо, что вы делаете, спасибо, что хватает энергии, спасибо, что пришли, спасибо телезрителям, что нас тоже взаимно, да. Взаимно. Приходите еще, надеюсь, это не последний разговор на эту тему. Я думаю, нашим телезрителям тоже была польза от этого, от услышанного, тем более, что 25-26 числа какие-то праздники будут, и вот председатель молодежной организации, культурной молодежной организации РАРА, Ксения, которую мы сегодня пригласили, она вот, наверное, представит нам и соберет тех инициативных людей, которые представят нам интересные мероприятия, события. Спасибо большое вам. До свидания. Будьте здоровы. До свидания.